Айзера аду аделегатша. Иахьатәи аизара ду мҩаԥысуа иахьаԥшым аԥсуа ҳәынҭқарра хонҭаҩынтәрақәа политика иаҳҳәар алшоит иахьа ҳазҭагылоу аамҭа акризис, аполитикатә кризис сахьа аҟазшьақәа амоуп ҳәа. Ишыжәбо еиԥш, абра Саҭашкәакәа Владислав ипатреҭ хану Владислав имҩа лаҳа иануп. Абри раԥхьаӡа ицәырзгаз ҳҩызцәа, аветеранцәа, аруаа шықәсқәак раԥхьа реизара ду абри аплакат рхы иадырхәоит. Ҳаргьы убри ҳадгылоит избан акәзар, абри аамҭа ҳазҭагыло иаҳбоит џьоукы аԥсынра цәгьа ирбом, абри амҩа иахыҵны даҽа мҩак илырхып ҳа. Ҳара раԥхьа инаргыланы аибашьцәа, аветеранцәа ҳаԥсахынӡаҭо ариуа аӡәгьы иҳарҟаҵаӡом, идырнагьы иҟазар. Дорогие друзья, уважаемые делегаты съезда Республиканской политической партии Форум народного единства Абхазии, сегодня мы пребываем в сложной ситуации, когда наша власть позиционирует себя на международном уровне не как руководство суверенного государства, а как зависимая во всем страна. Давайте вспомним и сравним, как в тяжелейших условиях великий национальный лидер Владислав Ардзинба отстаивал интересы своего народа в ельцинской России, когда мы стояли на грани физического уничтожения грузинским шеварднадзевским режимом. Тогда, как вы все помните, Ельцин поддерживал Грузию в угоду Западу. После войны, в разрухе, в жесточайшей блокаде, несмотря на очередные попытки сломить волю абхазского народа, мы выстояли, преодолели невыносимые условия международной политической и экономической изоляции. Выстояли потому, что во главе народа был Владислав Ардзинба, национальный герой, основатель независимого государства. Это наш незыблемый ориентир, на который надо всегда равняться. Да, в Российской Федерации того периода были политики, которые пытались своим словом и делом морально поддержать нас там, где могли. Но были и те, кто занимал очень высокие посты. Однако, видимо, тогда Абхазия была им неинтересна. Они предпочитали не вмешиваться в грузино-абхазскую проблематику по многим соображениям. А сегодня ситуация иная. И тот, кто вчера еще молчал, вдруг активно и энергично стал влиять на все, что происходит в нашей стране, забывая при этом, что наш народ в такой, в кавычках, опеке не нуждается. Нашему народу не нужны ни наставники с их нравоучениями, ни надзиратели. Мы не подшефные, мы равноправные партнеры. Надо просто хорошо знать историю Абхазии, как знает чуть ли не в подробностях президент Владимир Владимирович Путин, который не раз это публично доказывал, вы все помните эти кадры. И вот, возвращаясь к сказанному, если бы мы тогда дрогнули, сломились и выполнили все, что от нас требовал ельцинский режим, то где была бы сейчас граница недружественной России и Грузии? Пусть об этом никто не забывает. Наш народ заслуживает к себе справедливого отношения. И когда наши ребята сегодня воюют и, к сожалению, погибают на Донбассе, недавно мы похоронили нашего друга и соратника Дамея Квидзиня, чей сын без вести пропал на полях СВО.
И по имеющейся на сегодняшний день информации, около 70 выходцев с нашей страны сложили головы. И это тоже не просто так. Да, у нас в стране немало серьезных проблем, где действительно нужна помощь и поддержка. Ну, кто-то может сказать, мол, сегодня молодежь вовлекают в управление государством, дают возможность для роста, но делается это очень примитивно, открывая дорогу своим, оттесняя других как чужих. Вообще, что значит команда президента? Что значит команда Абхазии? В принципе, хороший лозунг дискредитирован. А остальные кто? По принципу будете послушными, получите шанс, а нет, пеняйте на себя. До такого публично-демонстративного разделения граждан Абхазии еще никто не додумался. Если кто-то считает, что такой подход верный, он глубоко ошибается. Все это от недопонимания и незнания ситуации. В таких вопросах необходимо, чтобы все слои общества активно включались в процессы. Советоваться нужно с учеными, интеллигенцией, авторитетными, знаковыми людьми Абхазии. Без внутреннего консенсуса такие вещи вообще работать не будут. Они будут носить фрагментарный и конъюнктурный характер. Агларабасала и шана, абрехах команда дадуб, ягидача команда дадубха, а политикам мюпызго, ава и зейткаладзо. Авал лапшцам и чахадагодзам задергой лапшаба. Я хочу коротко коснуться истории создания нашей организации партии «Форум народного единства». Форум народного единства на политической арене с февраля 2005 года. Он был сначала организован как общественно-политическое движение, затем реорганизовался в политическую партию 6 марта 2008 года. То есть форуму 20 лет. У партии большая политическая история, опыт. За свою принципиальность в отношении ветеранов партии пытались оказать различного рода давление со стороны власти. Это и возбуждение уголовных дел, приглашение на беседы в СГБ и другие формы воздействия. Да, такое тоже было. Но главным принципом в работе партии с самого начала является защита суверенитета и независимости Республики Абхазия. Это отражено в уставе и программных документах партии. С момента создания партии является одной из ведущих политических сил республики. Она смогла сохранить свою роль, весомость и репутацию, несмотря на сложную ситуацию и политические противоречия в обществе. Во внешней политике мы всегда считали и считаем важным сохранение и развитие дружеских взаимоотношений с Российской Федерацией. И несмотря на то, что партия подвергалась нападкам со стороны некоторых политических деятелей за ее безальтернативную внешнеполитическую ориентацию на главного союзника и стратегического партнера, мы по-прежнему убеждены в правильности этого курса. Тем более сейчас, когда над всем миром нависает угроза безопасности. В частности, считаем необходимым кое-кому напомнить 2014 год, год подписания большого договора между Абхазией и Россией. Тогда предпринимались попытки остановить президентский кортеж, который ехал на встречу с Владимиром Путиным для подписания документа путем перекрытия границы Абхазии и России по реке Псоу. Акция была организована тогдашней оппозицией. Наиболее активно в этом принимала участие нынешняя руководительница Абхазской гостелерадиокомпании. Возникает вопрос, а если бы и сегодня, в нынешней атмосфере, эти господа так себя вели, какого статуса они
удостоились бы, агентов каких служб? Никому в голову тогда не приходило доносить на своих граждан. Есть архивные кадры, где политические и общественные организации, сторонники экс-президента Бжаня, активно критиковали документ, который сегодня является базовым договором между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Подписали его в 2014 году Рауль Джункович Хаджинба и Владимир Владимирович Путин. Самое интересное, при этом эти же силы при поддержке анонимных ресурсов, используя новые технологии с мощной административной поддержкой, обвиняют форумы и другие организации в русофобии. Мы не сомневаемся, что в этом направлении задействованы структуры госуправления, их отдельные представители и конкретные лица. Правда, все эти ресурсы являются анонимными. Парадокс в том, что анонимы защищают власть. В чем смысл скрывать себя, если есть убежденность в своей правоте? Ни одна официальная служба даже не пытается дать оценку этому факту. Я уже не говорю о том, чтобы остановить эти действия по дискредитации части абхазского общества. Так и хочется выразиться словами президента Путина, что это информационное поле людей, цитирую, с пониженной социальной ответственностью. Пожалуй, точнее определений нет, судя по вашим аплодисментам. Более того, имеются факты незаконного присутствия людей на телевидении, в избирательных участках, в том числе и неграждан Абхазии. Возникает вопрос, кто это допустил? Мы все были свидетелями вот этого позорища с 3 гражданами, которые занимались здесь фактически уголовно наказуемым деянием. И вместо того, чтобы абхазская власть, соответствующие структуры возбудили бы на них дела, их выпроводили туда за псов, откуда они начали писать жалобы, якобы здесь с ними обошлись как-то не по закону. Пускай спасибо скажут, что по-другому не обошлись. В то же время мы, граждане Абхазии, представители оппозиционных партий и движений, не имеем доступа на ГТРК. Вообще я не сомневаюсь, что наш сегодняшний съезд хоть в каком-то виде покажут на ГТРК. Анонимные каналы, как всегда, обольют грязью. Это уже очевидно. Это все тяжелое наследие, которое оставил после себя Бжаня. Он, по сути, подставил под удар народ Абхазии, представляя списки, в кавычках, неблагонадежных граждан Республики Абхазия в лучших традициях бериевщины. И это факт. При этом в составлении этих списков ему активно помогали члены его команды и некоторые в ранге министра. Мы хорошо помним эту грязную историю с Пицунской госдачей. Это очередной наглядный пример преступной безответственности, когда все было представлено так, как будто в Абхазии есть силы, которые отказывают президенту Российской Федерации Владимиру Путину в возможности использовать данный объект для отдыха. Спекулируя этой темой, трудно представить, до какого цинизма и откровенной лжи дошли участники тех событий. Все неправовые действия с Пицунской госдачи вызвали возмущение простых граждан.
известных общественных, научных и политических деятелей. Затем появился проект апарт-отелей, который также вызвал крайне отрицательную реакцию в обществе. В принципе, это и стало спусковым крючком последующих политических событий осени 24 года и отставки Бжани. Но фейковая, умышленно вброшенная, по заранее обкатанной инсценировке тема антироссийских, прозападных, протурецких граждан усилилась в медиапространстве, и так называемые эксперты и прочие подключились как по команде к надуманной и преднамеренно раздутой теме якобы антироссийских сил. Создали такой накал, который впоследствии вылился в показательную порку в виде запрета въезда в Российскую Федерацию нашим гражданам, лишением гражданства, объявлением иноагентами и так далее. Все это нанесло лишь вред отношениям между нашими народами. Почему абхазский народ, традиционно поддерживающий взаимоотношения Абхазии и России, вдруг по чьей-то прихоти превратился в кавычках в антироссийские силы, о которых вещали СМИ Российской Федерации? И при этом никто и никогда ничего подобного в нашей стране десятилетиями не замечал. Где логика и здравый смысл, путем который впоследствии вылился в показательную порку в виде запрета въезда в Российскую Федерацию нашим гражданам, лишением гражданства, объявлением иноагентами и так далее? Все это нанесло лишь вред отношениям между нашими народами. Почему абхазский народ, традиционно поддерживающий взаимоотношения Абхазии и России, вдруг по чьей-то прихоти превратился в кавычках в антироссийские силы, о которых вещали СМИ Российской Федерации? И при этом никто и никогда ничего подобного в нашей стране десятилетиями не замечал. Где логика и здравый смысл? Путем подобного оболванивания людей только наносится непоправимый ущерб нашим союзническим отношениям, к которым мы шли годами и десятилетиями, выверяя каждый шаг. Экс-президент Рауль Джунгович Хаджинсба, единственный абхаз, который в общей сложности более 10 раз лично встречался, даже еще будучи в оппозиции, общественным деятелем с Владимиром Владимировичем Путиным, президентом Российской Федерации. Этот факт говорит о том, что Владимир Владимирович не делил и не делит наш народ по политическим мотивам. После избрания Хаджинба главой государства этот диалог только развивался в конструктивном русле. Этот опыт, на наш взгляд, мог бы быть сегодня ориентиром для тех, кто занимается Абхазией достаточно плотно и способствовать укреплению российско-абхазского многостороннего сотрудничества. Многочисленные встречи как в Абхазии и России двух лидеров позволяли решать взвешенно важнейшие вопросы наших взаимоотношений. Главным этапом по праву называют подписание в 2014 году базового договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Этот документ лежит в основе и служит юридически закрепленным фундаментом, который позволяет развивать наши отношения, в первую очередь в сфере безопасности и других областях сотрудничества. Мы прекрасно помним, кто был с нашим народом в тяжелые времена, кто снял блокаду с Абхазии, и наш народ умеет быть благодарным. Это показали результаты поддержки Владимира Путина на президентских выборах, где он получил в нашей стране 94% голосов.
После Владислава Ардзинба ни один политик в Абхазии не получал такого доверия. У нас возникает вопрос, каким образом Адгур Ардзинба, который был в команде Рауля Джунковича министром экономики, чью кандидатуру поддержал форум на своем съезде как кандидата в президенты, вдруг стал антироссийским, протурецким, как нам пытались представить СМИ России. Каким образом всевозможные ресурсы были направлены на поддержку одного кандидата, хотя накануне выборов нам публично заявляли, что выбор исключительно за народом Абхазии. Все это просто не укладывается в логику высочайшего уровня доверия между нашими народами, которое выстраивалось десятилетиями. Давайте вспомним гуманитарные караваны, авиарейсы, специальные телепрограммы, колонны автобусов и все конкретно под одного кандидата. Вспомним, что за телефонные опросы проводили какие-то сомнительные, полуанонимные социологи накануне выборов, заранее внушая нашему обществу, что реальные шансы остаются только у одного кандидата. Мы сдержанно приняли официальные итоги выборов, чтобы не подвергать опасности все то, что создавалось годами между Абхазией и Россией. В этом заключается наша сила, а не слабость, как пытаются представить некоторые недальновидные деятели. Тем, кто хочет это понять, все уже ясно. При всем при этом мы видим лишь одно – негативное политическое наследие, которое оставил после себя Бжаня. При нем стало возможным навешивание на абхазский народ лживых ярлыков, появление тезиса о том, что абхазский народ не способен самостоятельно решать свою судьбу, трудиться на своей земле, быть хозяином в своей стране и при всем при этом еще быть и антироссийскими. Это не укладывается ни в логику событий, ни в нормальную шкалу общепринятых правовых норм. Никогда абхазы за последние 120 лет не обращались со своими вопросами ни в Лондон, ни в Берлин, ни в Стамбул, ни в Вашингтон. Абхазы всегда обращались в Петербург, а затем в Москву. И это неоспоримый факт. При всех сложностях русская политическая элита и интеллигенция более справедливо и объективно оценивала исторические предпосылки тех или иных событий Абхазии. Для чего и кем был выдуман тезис об антироссийских силах в Абхазии и с какой целью? В первую очередь, чтобы сохранить свою власть и антинародную олигархическую повестку Бжаня, которая, видимо, устраивала некоторых абхазских и российских олигархов, чтобы в условиях подобной анархии проталкивать свои сомнительные коммерческие проекты. В памяти народа навсегда останется этот дикий символ власти, огромный забор с острыми пиками, огромный забор с острыми пиками, выставленными вокруг комплекса правительственных зданий, с помощью которого власть Бжаня, зная, что народ не принимает его политику, пыталась защитить себя и свою расшатанную до основания систему. Но не помогло. И не поможет никому в будущем такое циничное отношение к своему народу. Мы до сих пор слышим о желании и намерениях этого бездарного деятеля вернуться во власть. И, к сожалению, он не одинок в таком стремлении. Сегодня немало людей высокого ранга поддерживает дело своего кумира. Мы считаем преступлением тот вред, который нанес Бжаня своему народу и стране. Стратегически важно исправить эту ситуацию, как дамоклов меч, которая висит между нашими народами. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барцыц
на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым справедливо поставил этот вопрос. И мы готовы содействовать в этом направлении, делать все, что от нас зависит, чтобы оздоровить ситуацию. Однако за немалый срок президентства Бадры Гумба мы так и не увидели, к сожалению, встречного движения в этом направлении. Сегодня глава государства большую часть своего рабочего времени уделяет представительским функциям. Мы глубоко убеждены в том, что невозможно продвинуться в решении многих существующих проблем в стране, не сняв клеветнические ярлыки, в целом недоверие к части абхазского общества, которое насаждалось методично и исключительно в узкокорыстных целях. Дальнейшее молчание Бадры Гумба в этом тонком вопросе мы будем расценивать как осознанное замалчивание политики дискредитации абхазского народа перед нашим союзником, что напрямую представляет угрозу безопасности общества и государства, и прямая конституционная обязанность главы государства снять эту угрозу, отвести этот дамоклов меч. А парламент призван дать объективную оценку антигосударственной, антинародной подрывной деятельности в Джаме. Подводя итог сказанному, еще раз хочу выделить следующее. Первое. На политическом наследии, оставленном Джане после себя, нет будущего у Абхазии. Второе. Антироссийских сил в Абхазии не было, нет и быть не может. И подобные предположения противоречат историческому опыту, научным оценкам абхазо-российского сотрудничества на протяжении длительного периода. Третье. Преступная деятельность в Джане по умышленному противопоставлению абхазского общества, внедрению в нашу политическую систему полицейских методов управления государства, преследование неугодных граждан. Все это должно стать предметом тщательного расследования со стороны специальной комиссии, которая нам создана. Четвертое. Президент Бадра Гумба безотлагательно должен публично отмежеваться от этого антинародного наследия, продолжающего расшатывать нашу страну. Пятое. Необходимо сохранить исторически выстраданное право народа Абхазии на свободу слова, закрепленное в основном законе Конституции Республики Абхазия. Следует восстановить регулярные передачи на ГТРК с участием представителей различных политических сил. Шестое. Мы считаем необходимым создать постоянную рабочую группу, которая будет помогать заниматься выработкой и проведением реформ на регулярной основе. В группу должны войти представители всех слоев общества, научной, творческой интеллигенции, а также различных политических кругов. Только так мы сможем обеспечить действительно всеобъемлющий и справедливый подход к будущему нашей страны. Седьмое. Негативные последствия новых экономических подходов уже на себе ощутили граждане, занятые в сфере туризма, ательеры, владельцы частного сектора, экскурсоводы и представители малого бизнеса. На фоне агрессивного проникновения в Абхазию крупных компаний в туристическую отрасль наблюдается вытеснение локальных национальных игроков, что нарушает баланс и подрывает устойчивость внутреннего рынка. Подобная ситуация складывается и на топливном рынке, где усилилось давление на независимых национальных операторов. Это еще мягко сказано, их практически разорили. Мы с вами видим, сколько уже заправок закрылись. Возникает вопрос, а кто следующий? Кто занимается продуктами, кто занимается лекарством, кто занимается транспортом, связью. И
отдельно не могу не сказать. Закон о кадастре недвижимости в нынешнем виде способен породить системный кризис и вызвать волны протеста и социальный взрыв. Я никого не пугаю, но сложившаяся ситуация требует безотлагательного внимания законодательного собрания. Вопрос земли самый главный, и власть несет прямую ответственность за это. Это хуже, чем апартаменты будет. И мы настаиваем на объявлении временного моратория по сделкам до урегулирования конфликта. Делая анализ текущей ситуации, в основном мы ограничились на стратегически важном для нас вопросе взаимодействия с Российской Федерацией, так как от этого зависит вопрос безопасности Абхазии и ее дальнейшего поступательного становления. Мы намеренно не стали затрагивать другие острые проблемы в обществе, такие как ситуация на дорогах, криминогенная обстановка, наркомания, коррупция, бешеный рост на тарифы, демография, репатриация, которая стала заложником политических игр, а репатриация цара ами бзе ами яши инук хамца харахпепш дара заяхцицгиху. Там социальные, экономические вопросы, сохранение и развитие села. Ключевым по-прежнему остается вопрос сохранения абхазского языка, реформа школьной и в целом образовательной системы и других жизненно важных вопросов, требующих безотлагательного системного решения. И в том числе стоит в этом ряду вопрос так называемого материнского капитала. В государстве, где нет реальной оппозиции, свободных СМИ, власть рискует остаться без объективной оценки правильности своих решений и действий, что в свою очередь зачастую приводит к социальным потрясениям, что крайне опасно для страны в современной международной обстановке. Я обращаюсь к народу-победителю. Отбросьте мелочные обиды и страсти, не поддавайтесь на провокации. Из истории мы знаем, к какой трагедии и непоправимым последствиям может привести раскол в обществе. Наше единство – залог сохранения наших завоеваний, нашей победы и достойного будущего Абхазии. Мы не имеем права на стратегическую ошибку. Это слова великого Владислава Арцинба об единстве народа и верности идеалам победы навсегда останутся актуальными. Это неизменная формула успеха существования абхазского государства. Агдар Абзерафюкзай, Хацрафюкумзай, Сгюла, обсмотреть Ршала Ягу, Архипшимра Айкурхараджа. Наунак Дзапснахенкарра, Наунак Дзапсвабирал, Аяйрабирал, Шарданта Абсинра.